С вами передача BeLife News. Теперь каждые 2 недели на этом канале будут выходить свежие новости нашего лицея. В студии Тимирлан Баймаш. Смотрите сегодня в выпуске. Как мы можем изменить жизнь нашего лицея к лучшему? Ответом является недавно открывшийся экологический клуб. Что же является основной миссией данного клуба? Чтобы узнать ответ на данный вопрос, мы встретились с одним из организаторов данного клуба. Здравствуйте, Диана. Мы бы хотели взять у вас интервью. Какова ваша главная цель эко-клуба? В первую очередь эко-клуб создавался для того, чтобы донести ученикам нашего лицея, вообще в общем людям, то, что их действия приводят к огромным последствиям. Например, экология. Неосознанность своих действий приводит к ужасным последствиям. Это очень печально. Для этого в нашем лицее проводят различные активити. Например, на прошлой неделе провелась ярмарка. Я хочу сказать огромное спасибо ученикам и учителям за то, что участвовали в этой ярмарке. Кто же станет чемпионом футбольной лиги? Прямой репортаж с участием организатора. Итак, хотелось бы спросить пару вопросов. Когда же стартовала данная лига? Лига стартовала 26 ноября. В тот же день мы провели открытие нашей лиги. На открытии присутствовали ученики нашего лицея и учителя, воспитатели нашего лицея. После открытия мы сразу провели первый матч открытия, где играли Казахстан против Бельгии. Казахстан одержал победу со счетом 3-1. Итак, следующий вопрос. Какова же главная цель проведения данного турнира? Я считаю, что главная цель проведения этого мероприятия это здоровый образ жизни и разнообразие жизни учеников нашего лицея. Итак, последний вопрос. Как мы привыкли видеть, в каждых турнирах мы видим победителей и проигравших. Кто же основные претенденты на одержание первого места в данной лиге? Предсказать первое место невозможно, но на данный момент лидируют команды Казахстан, Нигерия и Нигер. На первом месте с 9 очками стоит Казахстан, на втором месте стоит Нигерия, а на третьем Нигер. В общем, прошло 4 тура. Первые 3 тура Казахстан одержал победу. На 4-м туре их остановила Франция счетом 3-1. 6 декабря в лицее открылась площадка для обсуждения Q-Talks. Что это и с чем его едят? В прямом репортаже Жалгазбай Кайрата. Как вы все знаете, на прошлой неделе проходила наша конференция Q-Talks. Это наша собственная адаптация под всемирно известное шоу TED Talks, где разные учащиеся выходят и выдвигают свою определенную тему, будь то загрязнение и так далее. Для чего же, какая же цель проведения данного мероприятия? Как минимум это то, что любой ученик может выйти на сцену, предложить свою тему и показать себя перед публикой, побороть страх выступления перед таким большим количеством людей. Ребят, мой вам совет. Участвуйте в таких мероприятиях, представляйте свои темы и хватит бояться публики. Это все новости за эту неделю. С вами был Тимирлан Баймаш. До скорой встречи. Не забывайте следить за всеми новостями нашего лицея по этим ссылкам. Подписывайтесь, комментируйте и ставьте лайк.